Қайырлы күн, құрметті достар. Қазақ ұлттық хореография академиясы ұйымдастырған ашық есік күніне қош келдіңіздер. Қазақ ұлттық хореография академиясы Орталық Азиядағы көп деңгейлі кәсіби хореографиялық білім беретін алғашқы жоғарғы оқу орны. Қазақстанның хореография өнеріндегі нағыз мамандарды дайындайтын білім және ғылыми шығармашылық орталық. Добрый день, уважаемые гости. Очень важно в жизни это сделать правильный шаг в выборе профессии. Обучающиеся Казахской национальной академии хореографии уже сделали свой выбор. И мы хотим, чтобы и вы стали частью нашей большой, творческой и дружной семьи. Алғы сөз кезегі Қазақ ұлттық хореография академиясының проректоры профессор Нүсіпжанова Бибігүл Нұрғалиқызына беріледі. Қайырлы күн, қымбатты жас түлектер, қадірлі ата-аналар мен құрметті достар. Баршаңызға Қазақ ұлттық хореография академиясының ашық есік күніне қош келдіңіздер дейміз. Сіздер үшін есігін айқара ашып отырған біздің академия, талантты да талапты жастарға сапалы білім беретін бірегей оқу орны, би өнерінің хас шеберлерін қасиетті сахна төріне шығарудың шеберханасы. Өнер қуған арманшыл жастарды білім мен ғылымның терең иірімдерінен нәр алуға жол көрсететін білім мен ғылымның ордасы. Біздің академиямыздың түлектері еліміздің өнері мен мәдениетін халықаралық аренада танытып, тәуелсіздік құндылықтарын жер жүзіне паш ететін рухани елшілері. Біз Қазақстанның мәдени келбетін қалыптастырып жатқанымызды нық сеніммен айта аламыз. Бұл әрине кәсіби білікті профессор оқытушылар құрамының қажырлы еңбегінің нәтижесі. Біз оны мақтан етеміз және болашаққа үлкен үмітпен қараймыз. Қадірменді білім қуған арманшыл жастар. Сіздерді білім мен бекзат өнердің ұлағат ұясына айналған бірегей білім ордасы Қазақ ұлттық хореография академиясының білім алуға шақырамыз. Добрый день, уважаемые гости, абитуриенты и родители. Мы рады приветствовать вас на дне открытых дверей в нашей академии. Дорогие выпускники, мы знаем, что совсем скоро вам предстоит сделать важный и волнительный выбор. Выбор профессии, а вместе с ним и учебного заведения. И представляя Казахскую национальную академию хореографии, мы с уверенностью можем сказать, что на сегодняшний день это не просто ведущее творческое учебное заведение Казахстана, но и национальный бренд страны в хореографическом искусстве. Хочется особо подчеркнуть, что все достижения академии – это результат огромного труда наших замечательных профессоров и преподавателей. Дорогие абитуриенты, не бойтесь делать шаг к своей мечте. В нашей академии вас ждут незабываемые годы учебы, наполненные творческими поисками и открытиями, воплощение в жизнь ваших амбициозных планов и проектов, интересные встречи, прекрасная пора больших возможностей и достижений. Пора студенчества, проведенная в творческом общении с вашими единомышленниками, будущими друзьями и коллегами. Наша академия ждет вас. Добро пожаловать! Какой прекрасный день! Проснулась, улыбнулась, солнце учиться мне не лень. Ведь каждый день заполнен танцем, это наша жизнь, наполненная волшебством. Мечту создай, цели достигай, ведь время словно птица в небе, шанс свой не теряй. Ведь страх рассеет путь твой, светлая музыка в душе нас вдохновляет каждый день. Учить, творить, историю ты изучай, будущее создавай, ты творец своей судьбы, береги скорей. Сердце бешено стучит, вдохновение как магнит окрыляет и приводит нас к успеху. Наша жизнь прекрасна и светла, мы дышим танцем и живем. Яркая звезда, все друзья и я, любим мы тебя, Академия моя. И снова новый день, и вновь я вдохновляюсь миром, читаю книги я. Открою я
в науку двери, а также все друзья открыты для познания. Искать, мечтать, методику мы узнаем, и в танце вместе мы живем. Мы творцы своей судьбы, все впереди. Педагог, он так велик, вдохновляет каждый миг. Он ведет меня дорогою успеха. Наша жизнь прекрасна и светла, мы дышим танцем и живем. Яркая звезда, все друзья и я, любим мы тебя, Академия моя. Друзья и я, любим мы тебя. Академия моя, Академия моя, Академия моя, любим мы тебя. Академия моя, славим мы тебя. Академия моя. Академия моя. Құрметті қонақтар, біздің академиямызда мамандар дайындау бойынша 2 факультет қызмет атқарады. Олар өнер факультеті және де хореография факультеті. Руководит факультетом искусств доктор философии, PhD, доцент Досжан Райхан Казбековна. Құрметті достар, біздің өнер факультеті 2 білім беру бағдарламасы бойынша мамандарды даярлайды. Арт-менеджмент және өнертану. Арт-менеджмент білім беру бағдарламасы 2 деңгейде, бакалавриат және магистратура. Өнертану білім беру бағдарламасы 3 деңгейде, бакалавриат, магистратура және докторантура. Оқу мерзімі бакалавриатта 4 жыл, магистратурада 2 жыл, докторантурада 3 жыл. Қазіргі кезде арт-менеджмент білім беру бағдарламасы өте үлкен сұранысқа ие болып отыр. Әсіресе мәдениет, өнер, туризм салаларында. Сол себепті біздің академия сіздер үшін профильдік магистратураны ашып жатырмыз. Сонымен қатар, арт-менеджмент білім беру бағдарламасы бойынша 2-ші жоғары білімді алуға мүмкіншілігіңіз бар. Сол мүмкіншілікті қолданып алыңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Факультетом хореографии руководит кавалер ордена Құрмет Тургенбаева Айтолқын Несипбековна. Дорогие абитуриенты, уважаемые родители, факультет хореографии является продолжающим звеном подготовки специалистов в области хореографического искусства. На факультете функционируют 2 кафедры – педагогики и хореографии. По уровню бакалавриата ведется подготовка по образовательным программам педагогика хореографического искусства с полной формой 4 года обучения и с сокращенной формой 3 года обучения по траекториям педагогика балета и педагогика хореографии. А также ведется подготовка по полной форме обучения по образовательным программам педагогика спортивного бального танца и балетмейстерское искусство с траекториями искусства балетмейстера и искусства хореографической постановки. По программам послевузовского образования ведется подготовка по уровню магистратуры 2 года обучения и докторантуры 3 года обучения. Приходите к нам учиться в Казахскую национальную академию хореографии. Добро пожаловать! Рахмет, Айтолқын Несипбековна. Академияның оқу процесі жайында профессорлық оқытушылық құрам мен
академия түлектері толығырақ айтып береді. Информацию по образовательной программе Art Management нам расскажет кандидат экономических наук, профессор кафедры искусствоведения и Art Management Бабажанова Жанат Абдуманаповна. Здравствуйте, дорогие школьники и их родители. Вас приветствует кафедра искусствоведения и арт-менеджмент. Кафедра искусствоведения и арт-менеджмент является структурным учебно-научным подразделением Академии. Кафедра ведет образовательные программы арт-менеджмент, бакалавриат, срок обучения 4 года. Цель образовательной программы – подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных бакалавров искусств, обладающих общекультурными, профессиональными компетенциями, соответствующие запросам казахстанского общества, способствующих их духовному и эстетическому развитию. Также кафедра ведет образовательную программу арт-менеджмент. Магистратура имеет 2 направления обучения. Первое направление – это профильная магистратура, год обучения 1 год. Второе направление – это научно-педагогическая магистратура, год обучения 2 года. Предлагаемая образовательная программа по подготовке магистрантов готовит именно в тех направлениях профессиональной деятельности, художественно-творческой, организационно-управленческой, продюсерской и педагогической. Объектом профессиональной деятельности выпускников является отдел и управление культурой, культурно-досуговые организации, организация шоу-бизнеса и ТВ-индустрии. Привет! Ты заканчиваешь школу, не знаешь, куда поступать? Ты являешься очень творческим человеком, хочешь реализовывать свои идеи и проекты? Хочешь работать и развиваться в медиасфере и сфере искусств? Тогда образовательная программа Art Management в Казахской национальной академии хореографии будет идеальным вариантом именно для тебя. Арт-менеджмент – многогранная профессия. Поступив в академию, ты сможешь получить хорошие знания, огромный опыт, новые знакомства и друзей. Ты будешь проходить практику в лучших театрах, концертных залах, выставочных площадках страны. В этом году открывается магистратура профильного направления по образовательной программе Art Management. Срок обучения 1 год. И программа 2-го высшего образования по специальности Art Management. Срок обучения 2 года. Art Management – это уникальная профессия, которая откроет перед тобой двери в сферу искусств. А Академия даст тебе возможность стать хорошим специалистом. Поэтому мы ждем тебя в Казахской национальной академии хореографии. Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Оскар, я магистрант факультета искусств, кафедры искусствоведения и арт-менеджмента. Сейчас я расскажу вам про свой путь в Академии хореографии. Я поступил в Академию в 2016 году, то есть я был одним из первых студентов. За время обучения по программе бакалавриата мною были изучены такие дисциплины, как основы менеджмента, основы интеллектуальной собственности, проектные технологии, SMM-менеджмент и многие другие дисциплины, которые помогли мне в становлении меня как профессионала арт-менеджмента. Академия хореографии дает нам возможность совмещать учебу и практику. То есть во время обучения мы принимали участие во многих мероприятиях, конференциях, научных мероприятиях, так и городского уровня, республиканского, даже международного. Академия по программе академической мобильности нас отправляет за границу. То есть это круто. Я вот съездил, например, в Россию. Также учился в Алмате полгода в Академии искусств имени Жургенова, где я получал новый опыт, знания, компетенции, знакомился с людьми. И теперь мне в работе это очень сильно помогает. Друзья, дерзайте! В современном мире говорят, что корочка диплома и образование не так важны, но это важно. И важно это сейчас и потому, что вуз для вас — это в первую очередь такая площадка для нетворкинга, где вы слушаете умных людей, где вы знакомитесь с разными будущими своими коллегами, с профессорами, педагогами. Это прекрасное место, где вы можете расти. Я желаю вам успехов и сделайте правильный выбор своего будущего. Пока. Келесі сөз кезегі өнертану білім беру бағдарламалары туралы өнертану ғылымының кандидаты, профессор,
өнертану және арт-менеджмент кафедрасының меңгерушісі Джумасиитова Гульнара Тазабекқызына беріледі. Добрый день. Наша образовательная программа искусствоведения рассчитана на подготовку специалистов 3 уровней, то есть бакалавриат, магистратура и докторантура. Наверное, первый вопрос, который возникает у любого поступающего, это кто такой искусствовед и где он может работать. Искусствовед – это специалист в области искусства, который может работать в направлении театроведения, балетоведения, музыковедения, изучения изобразительного искусства. Обычно искусствоведы специализируются в изучении какого-то определенного вида искусства. В нашей образовательной программе мы акцентируем внимание на изучении именно театрального искусства и обучение мастерству критики. В самом театральном процессе, где работает, скажем, искусствовед, я могу объяснить, наверное, так. Если режиссер осуществляет постановку на сцене, актеры и исполнители воплощают его творческую задумку на уже сцене, композитор пишет музыку, художник создает декорации и костюмы, то искусствовед, его работа начинается уже по завершении всех этих работ. Он приходит на премьеру и анализирует и оценивает увиденный спектакль. Итогом его работы является написание рецензий, которые публикуются в печатных, электронных изданиях. Он может выступать с оценкой данного спектакля и на телевидении, участвовать на различных передачах. Конечно же, эта профессия достаточно сложная, редкая, если не сказать элитарная. Искусствовед должен обладать высоким эстетическим вкусом, должен знать хорошо литературу, историю, но в первую очередь, конечно же, любить и понимать театр. Қазақ ұлттық хореография академиясына қош келдіңіздер. Барлығымыз бірге талантты жастарды тәрбиелеп жатқан өнер ордамызға, саяхатқа аттанайық. Біздің өнер ордамыз өзінің үлкен көшелері мен қиылыстары бар жеке қала секілді. Академиямызда 2 кітапхана және шексіз интернет желісіне қосылған бөлек мультимедиалық зал бар. Сонымен қатар, заман талабына сай технологиялармен жабдықталған өзінің кең аудиторияларымен де мақтанады. Біздің факультетте білім алып, оны тәмамдаған соң, арт-галереялар мен мұражайларда гид ретінде театр-танушы және балет сыншысы іспеттес театр мен музыка саласына елеулі үлес қосатын маман болып қызмет атқаруға болады. Болашақ абитуриент, біз сізді Қазақ ұлттық хореография академиясында күтеміз. Здравствуйте, дорогие гости! Разрешите представиться, меня зовут Саржанов Оскар. Я магистрант факультета искусств, кафедры искусствоведения и арт-менеджмента. Учусь в этом многоуровневом заведении с 2017 года, в котором освоил программу бакалавриата по специализации балетоведения. Получил знания в области искусств, изучил такие дисциплины, как историю западного европейского театра, историю казахского театра, историю русского театра, семинар по критике, музыкальная драматургия в балете. Во время обучения принимал участие в научных проектах, конференциях. Производственную практику проходил в Государственном театре танца МАЗ, в Государственном театре оперы и балета Астана-опера. В рамках обучения в магистратуре проходил педагогическую практику в родном Альма-Матер, где раскрыл в себе задатки будущего преподавателя. Сегодня обучение в магистратуре совмещаю с работой в Государственном театре оперы и балета Астана-опера. Казахская национальная академия хореографии дает прекрасную возможность освоить теорию с практикой. Информацию по образовательной программе «Педагогика спортивно-бального танца» нам расскажет магистр искусствоведческих наук, старший преподаватель кафедры педагогики Моисеев Евгений Сергеевич. Добрый день, уважаемые абитуриенты и родители. Я рад представить вам образовательную программу
Педагогика спортивного бального танца. Данная образовательная программа направлена на подготовку конкурентоспособных бакалавров в области педагогики спортивного бального танца, обладающих общекультурными и профессиональными компетенциями по направлениям хореографического искусства, развитие казахстанского хореографического общества и его признание на международном уровне. Наша образовательная программа направлена на освоение практических и теоретических курсов. В программу входят дисциплины по европейским и латиноамериканским танцам, классическому и народно-сценическому танцу, современной хореографии, казахскому и восточному танцу и многим другим уникальным дисциплинам. В период прохождения практики предоставляется возможность сотрудничества с ведущими танцевальными клубами страны. По окончанию выпускник данной образовательной программы сможет трудоустроиться в образовательные учреждения, колледжи, школы, учреждения культуры и спорта, театры, творческие центры, дворцы и дома культуры, ансамбли танца, студии, ПРАМ, спортивные клубы, ассоциации, федерации и тому подобное. По окончанию программы бакалавриата выпускник сможет продолжить обучение в послевузовском образовании по уровням магистратуры и докторантуры в стенах академии. Для поступления на образовательную программу «Педагогика спортивного бального танца» необходимо сдать единое национальное тестирование по следующим дисциплинам: история Казахстана и грамотность чтения. После успешной сдачи ЕНТ необходимо подать документы для участия в творческих экзаменах. А перед творческими экзаменами будут проходить консультации, на которых абитуриент получит всю необходимую информацию для поступления. Творческие экзамены состоят из практического показа одного танца из европейской и латиноамериканской программы, не менее 2 минут в паре и в костюмах, и теоретического экзамена, ответов по билетам. Если у вас есть вопросы, то можете написать их в чате, мы с удовольствием ответим на них. Ждем вас в нашу танцевальную семью. Здравствуйте, я Карев Рустам, студент 4-го курса специальности педагогика спортивного бального танца. За 4 года обучения в академии я приобрел навыки, кардинально изменившие мое развитие в лучшую сторону как педагога, так и действующего спортсмена. До поступления в академию я уже работал по специальности, но не имел полного представления о методике преподавания. За 4 года обучения мы изучили такие предметы, как классический танец, народный танец, биомеханика движений, стретчинг, современная хореография. Студенты, которые только поступили в нашу академию, не всегда понимают, для чего нужны эти дисциплины, так как они не связаны напрямую с бальными танцами. Однако со временем приходит осознание, что синтез знаний данных дисциплин развивает в нас очень сильные навыки педагогики. Поэтому, если вы хотите стать настоящим профессионалом, знающим свое дело, быть компетентным и грамотным педагогом-хореографом, то я с уверенностью могу сказать, что здесь вас этому научат. Келесі сөз кезегі балетмейстер өнері білім беру бағдарламасы туралы. Добрый день, уважаемые абитуриенты и их родители. Разрешите познакомить вас с образовательной программой балетмейстерское искусство. В эту образовательную программу входят 2 траектории – искусство балетмейстера и искусство хореографической постановки. По окончании выпускник данной программы сможет трудоустроиться в профессиональные театры оперы и балета, а также в музыкальные драматические театры, концертные организации, филармонии, хореографические музыкальные колледжи и так далее. Также по окончании программы бакалавриата выпускник сможет продолжить обучение в послевузовском образовании по уровням магистратуры и докторантуры нашего вуза. Для поступления на образовательную программу балетмейстерское искусство необходимо сдать творческие экзамены. Творческие экзамены состоят
Из практического показа по дисциплинам классический танец, народно-сценический танец, казахский танец, а также показ одного сольного номера и одного массового номера собственного сочинения, предоставление либретто, сочинить танцевальную композицию на выбранную музыку из 3 предложенных музыкальных композиций. Перед творческими экзаменами будут осуществляться консультации. Если у вас есть вопросы, можете написать нам в чат, мы готовы это с вами обсудить. Предлагаемая образовательная программа направлена на разностороннее развитие индивидуальных способностей и подготовку балетмейстеров, хореографов, владеющих навыками постановочной работы, знающих историю, реформы, современные тенденции развития мировой хореографии и производственные процессы в сфере театрального искусства, музыкальной индустрии, массово-зрелищных мероприятий, способных реализовывать свои творческие замыслы в профессиональном хореографическом искусстве внутри страны и на международном уровне. Образовательная программа направлена на освоение практических, теоретических курсов, возможность сотрудничества с ведущими творческими организациями в период прохождения практики, а также участие в мастер-классах с отечественными и зарубежными специалистами хореографического искусства. Образовательная программа позволит выпускнику соответствовать требованиям современного казахстанского общества и рынка труда в области балетмейстерской, режиссерско-постановочной деятельности. Біз сіздерді балетмейстер өнері білім беру бағдарламасымен таныстырғымыз келеді. Оқу барысында хореографиялық қойылым өнері, түрлі жанрдағы хореографиялық шығармалардың композициясы пәндерін меңгереміз. Музыкалық өнердің, әдебиеттің, бейнелеу өнері мен сәулеттің қыр-сырын зерделейміз. Бізде өз ісін сүйетін білікті хореографиялық өнер қайраткерлері сабақ береді. Біз жетекші опера және балет театрларының негізінде кәсіби практикадан өтуге, өндірістік процестерді іштей бақылауға мүмкіндігіміз бар. Сондай-ақ академияда республикалық және халықаралық деңгейдегі түрлі шығармашылық байқаулар мен іс-шараларда өзімізді көрсетуге мүмкіндік бар. Оқуды бітіргеннен кейін біз қоюшы режиссер-хореограф, балетмейстер, репетитор, режиссер-хореографтың ассистенті, би ұжымының басшысы ретінде шығармашылық хореографиялық ұжымдарға орналаса аламыз. Және де өнер мекемелерінде ұйымдастырушылық, басқарушылық лауазымға ие боламыз. Егер сен би қою қабілетіңді шыңдап, қайда қолдану керектігін білмесең, онда біздің білім беру бағдарламамызға балетмейстер өнеріне түс. Біз сені қуана күтеміз. Здравствуйте, меня зовут Алина, я выпускница образовательной программы «Балетмейстерское искусство». Мне очень хорошо запомнились вступительные экзамены, в котором мы могли проявить свой творческий потенциал и, конечно же, балетмейстерское видение. Каждый год мы проходили практику на базах театров Астана-опера и Астана-балет. А к 3-му курсу нам выпал шанс поехать по академической мобильности в Латвию. В процессе обучения мы принимали активное участие в концертных программах, в конкурсе молодых хореографов и другое. А также хочу отметить, что была большая вовлеченность в волонтерскую работу. На выпускном этапе мы готовили дипломный проект в форме одноактного спектакля, и где мы разработали сюжет, либретто, хореографию, сценографию и музыкальный материал. И, конечно же, большая благодарность руководству театра Астана-балет, которое осуществило все задуманное. И мой интерес возрастал, когда началась работа с технической частью театра. Это у нас работа со светом, декорациями, с костюмами и с гримом. На данный момент я работаю в театре Астана-балет, и за время работы мне доверили проводить спектакли, гастролирующие театры из Москвы, и имела возможность поработать с известными хореографами из фонда Джорджа Баланчина и Ержи Гиллиана. Если у меня спросят, советую ли я поступить на балетмейстерское искусство в академию, то да. И желаю всем удачи в вступительных экзаменах. Всем пока! Информацию по образовательной программе «Педагогика хореографического искусства» нам расскажет доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Кульбекова Айгуль Кинесовна. Уважаемые абитуриенты,
мы приглашаем вас на обучение в Казахскую национальную академию хореографии по образовательной программе «Педагогика хореографического искусства». Наша программа состоит из нескольких траекторий. Первая траектория – это педагогика балета. Сюда поступают потенциальные абитуриенты, имеющие квалификацию артист балета. Следующая траектория – педагогика хореографического искусства. Здесь также основное требование является быть выпускником хореографического училища или хореографического колледжа. По данным траекториям обучение проходит в ускоренной форме обучения. Это значит, что вы будете обучаться 3 года. Более того, по нашей образовательной программе имеется траектория с 4-летним обучением. Сюда могут поступать выпускники и потенциальные абитуриенты, имеющие образование средней школы, но занимающиеся в школе искусств, имеющие сертификат об окончании школы искусств. Также в нашей академии с прошлого года открыта траектория педагогика хореографического искусства с 4-летним обучением по программе двухдипломного образования. Здесь следующие требования. Также сюда могут поступать респонденты, имеющие образование и квалификацию артист балета, артист ансамбля, а также ребята, которые закончили общеобразовательную школу, но имеющие сертификат или удостоверение об окончании школы искусств. А также по направлению хореографии у нас функционирует послевузовское образование, это магистратура и докторантура. Добро пожаловать! Здравствуйте, я Ужас Тарланов, ведущий солист балета театра «Астана опера» и магистрант 2-го курса Казахской национальной академии хореографии. Образование бакалавра по специальности педагогика балета я также получил в Академии хореографии. Нужно отметить работу профессорского преподавательского состава в Академии, особенно их профессионализм, внимательное отношение к учебному процессу и готовность передать все свои знания и опыт обучающимся Академии. Для лучшего освоения будущей профессии были представлены все возможности и условия. Например, во время обучения в бакалавриате у нас была возможность не только посещать уроки опытных педагогов-профессионалов, но и в период педагогической практики вести занятия под их чутким контролем. Также в Академию приезжают и проводят мастер-классы именитые педагоги, которые всегда открыты и доступны к участию в учебном процессе. На данный момент я завершаю работу над магистерской диссертацией на тему «Видео-цифровые технологии в балетном искусстве», которая не связана напрямую с педагогической деятельностью. В моей работе описываются методы и приемы фото- и видеофиксации балетного искусства. Но именно знания и опыт педагогической и исполнительской деятельности артиста балета помогают найти решение. Основная задача диссертационного исследования направлена на поиски механизмов съемки, ракурсов и ощущения балетных поз у фотографов балетного искусства. Казалось бы, что это абсолютно разные два направления – педагогическая деятельность и фотографирование. Но для грамотной и правильной фото- и видеосъемки балетных спектаклей необходимо знать специфику балетного искусства. Это подтверждает всю значимость и важность приобретенных знаний во время обучения. И все эти знания и навыки вы можете получить в Казахской национальной академии хореографии. Добро пожаловать! Құрметті қонақтар, осымен біз ресми бөлімді аяқтадық, және де сіздерді ашық диалогқа шақырамыз. А теперь мы переходим к открытому диалогу и готовы ответить на все интересующие вас вопросы. Добрый день еще раз, уважаемые абитуриенты. Разрешите вот теперь уже вживую, лицом к лицу, принести вам извинения за некоторую задержку нашего эфира. Ну, технические причины все-таки бывают, как оказалось. И мы в расширенном составе с нашими педагогами, руководителями образовательных программ, сейчас после такого короткой
экскурсии по нашей академии, мы готовы с вами выйти на связь и ответить на вопросы, которые вам интересны. Как вы заметили на экскурсии, мы постарались ответить на те вопросы, которые могут в первую очередь у вас появиться. Какие у нас есть образовательные программы и какие экзамены нужно сдать для того, чтобы поступить к нам в академию. Мы приглашаем вас к активному диалогу. Если у вас уже есть вопросы, вы можете, вы знаете, как пользоваться Zoom, вы можете задавать их в прямом эфире. Мы ждем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, я выпускник, вот в этом году заканчиваю университет Казнуи на актера Муздраму 4-й курс. И вот хотелось бы спросить, типа, могу ли я поступить к вам на магистратуру именно на арт-менеджмент? Так, одну секунду. Давайте так, я сейчас сразу буду передавать микрофон. Наши люди будут представляться, вы тоже представьтесь. Я извиняюсь, я сама не представилась, по-моему, да? Меня не было на экскурсии. Да. Меня зовут Жанна Женисовна, да, я директор по стратегическому развитию. И сейчас я передам слово Дане Садвакасовне, да? Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. По поводу магистратуры арт-менеджмента, да, вы сможете поступить к нам в арт-менеджмент. Да, то, что я заканчиваю в другом универе, например, вот работаю в театре, заканчиваю университет именно на актера, вот на Казнуи. Это вообще не имеет значения, да, как получается? Добрый день, меня зовут Райхан Казбековна, вы можете поступать на арт-менеджмент, вы сдаете экзамен, но так как у вас так вы приходите с другой специальности, слышно, да, меня? Да. Так как вы приходите с другой специальности, у вас будет разница в дисциплинах, там нужно вам будет сдать постреквизиты. Что нужно сдать? Пререквизиты сдать. Ага. Ну, насчет этого я могу... Разницу в дисциплин. Ага, все понял. Есть ли шанс вообще то, что можно поступить на грант? Или только на платную? Есть, да? Да, есть возможность. А сколько вообще в год у вас выделяются гранты именно на это? На арт-менеджмент, да, в этом году выделяется 5 мест. 5 мест, да? Да. Ага. Так, а вообще в группу сколько людей принимаются? По-разному. Вот в настоящий момент у нас сейчас находится на первом курсе 3, на втором курсе 3. По-разному. А вообще, что нужно сдавать вообще? Тоже интересно. Какие творческие экзамены вы имеете в виду? Да, на что нужно готовиться, что нужно готовить вообще? Ну, вам нужно сдать в первую очередь это английский язык. И второй творческий экзамен вы сдаете, пишите арт-проект. Арт-проект, да. Готовите презентацию, да, и отвечаете по нему. Ага, все, понятно. А у вас, так, вообще платная основа вообще сколько стоит у вас? Если, конечно, можете сказать. Платные услуги для обучающихся в магистратуре на будущий учебный год стоимость составляет 1 100 000 000. 1 100 000, да? В год. Именно на арт-менеджмент. Да. Ага. Так, что еще хотел спросить? Просто я сам увлекаюсь вообще такими арт-проектами тоже вот. Учусь на актера, работаю в театре, сам актером. Уже заканчиваю. Вот, и мне вот интересно стало вообще Академия хореографии. Вот у вас, оказывается, есть профессия арт-менеджмент тоже, кроме Казнуи тоже. И вот хотелось бы сразу знать, что вот из-за этого вот спрашиваю вас, интересуюсь. А у нас в социальных сетях есть наши контакты. Вы можете... я вот... номера, мы с вами подробно обсудим все вопросы, интересующие вас. Ага. А как можно связаться с вами? Контакты у нас есть в социальных сетях. Ну, вы можете... В Инстаграме, например. Да, Инстаграм, Балет Академии. У нас на факультете...
Извините, у нас на факультете есть Инстаграм Art Management Балет Академии. Можете подключиться к нам. Обычно мы всю информацию туда выкладываем. Это Инстаграм вообще... факультета искусств, где есть специальность арт-менеджмент. Ага, все хорошо. Подробнее, в общем, по номеру, да, в общем, там дальше. Да. А вообще, когда уже сдавать будут, когда будете принимать уже экзамены, когда можно уже начинать сдавать? Прием Какое время? документов в магистратуру у нас начинается в мае месяце. В начале мая вы можете созвониться с нами, мы вам точные сроки скажем. Ну, прежде чем записаться к нам на творческий экзамен, вам нужно будет записаться, зарегистрироваться на КТ, комплексное тестирование, через Национальный центр тестирования. Нужно выйти к ним на сайт, посмотреть условия, правила, как это все делается, зарегистрироваться там, назначить себе дату по вашему выбору, и после этого уже зарегистрироваться к нам на экзамен. Ага. Вообще с начала мая до какого месяца? До 1 июня. Принимаете? Да, с мая до июня, да? Информацию можете посмотреть на сайте Академии. Зайдите в Казахскую национальную академию хореографии, вкладка «Прием», и там по уровням образования, магистратура для вас будет уровень образования, и все расписано, вся творческая программа с вопросами, с правилами, как проходит экзамен, в какой форме и какой эссе, на какую тему вы должны писать. Все хорошо, спасибо вам большое. Очень интересно было. Так, спасибо вам за вопросы. Ага, еще один вопрос. Можно Извините, пожалуйста, сейчас? Дело в еще том, один что вас вопрос. много, да, вас много, но вы первый, поэтому вам сейчас, у вас право первого человека, да, говорящего. Пожалуйста, последующее, соберите свой вопрос так, чтобы вы могли ответить сразу, потому что вы знаете, что есть очередь. Давайте будем так лаконично. Все хорошо. Все хорошо, ладно. Спасибо вам большое. Вы можете посмотреть на сайте наши телефоны приемной комиссии, позвонить и задать еще очень много вопросов, которые вас интересуют, собственно, ответ секретарю приемной комиссии. Или А вообще к вам в университет, в академию можно, да, вообще пройти там, посмотреть вообще, в жизни там туда зайти? Пропустят, вообще наверное? просто заходить нельзя, потому что вы сейчас убедились, наверное, в этом. У нас в академии с 1 класса по докторантуру обучаются и живут здесь дети, поэтому вход у нас здесь достаточно, скажем так, ограниченный. Да, мы отвечаем за тех ребят, которые здесь живут. Поэтому вам в любом случае надо будет связаться с деканом или с ответственным секретарем приемной комиссии. Это несложно, нужно позвонить на сайте есть все контакты. Хорошо? Все хорошо, спасибо большое. Спасибо вам, спасибо. Готовьтесь к экзаменам. Спасибо. А, Следующий вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно, да? Представьтесь, пожалуйста. Аружан. Меня зовут Денис. Или Аружан. Денис. Мы просто одновременно начали. Рад приветствовать всех. Меня зовут Денис, очень приятно. Денис, Вы можно сказали, включить что... видео? Вы можете У видеть? меня... Нет, в данный момент пока что не могу. Понятно, тогда говорите. Хотел бы узнать, вы сказали про то, что выделяется 5 грантных мест на специальность арт-менеджмент. То есть, смотрите, получается, можно будет только 5 человеком, да, поступить на грант именно. И неважно, это будет магистратура, либо бакалавриат. Нет, не либо, это будет только в магистратуру. В магистратуру 5 грантов. На бакалавриат? На бакалавриат другое количество грантов. Вы куда хотите поступать? Хотел на бакалавриат, вот, хотел узнать, сколько грантов. На бакалавриат? Хорошо, я еще раз передаю микрофон декану вашего факультета Райхан Казбековне. Денис, добрый день. Вы хотите поступать именно на арт-менеджмент? Да, на арт-менеджмент. Арт-менеджмент в этом году нам выделяют 6 грантов. На бакалавриат, если вы... Да, 6 грантов. Хорошо, то есть при идеальных условиях я должен в первую очередь сдать ЕНТ с проходным баллом это на 5, то есть больше 5 по каждому предмету. И сдать творческие экзамены. У вас творческий экзамен, Денис, я вас перебью. Творческий экзамен состоит из 2 этапов. Первый этап – вы готовите презентацию по арт-проекту, защищаете ее. И второй этап – это будет коллоквиум. Да, коллоквиум я в курсе, да, читал у вас на сайте. Но еще при этом, чтобы участвовать в конкурсе грантов, надо ЕНТ сдать на проходной балл, получается. Это 5+, да?
То есть история Казахстана и чтение, Да, по-моему, грамотное чтение. Ну, все, тогда больше у меня вопросов нет, спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Кто еще? Здравствуйте, можно вопрос? Да, Ружан, можно. Вопрос, вот второй этап, только что вы говорили. Экзамен второй. Как вы его назвали? Я до конца не понимаю, как он Вы проходит. тоже хотите на арт-менеджмент? Да, то же самое. Да, вы сдаете коллоквиум. Коллоквиум это называется собеседование. Нет, не собеседование. Собеседование. Можно я уточню, да? Значит, Вопросы, творческий экзамен делится на две части. Первая часть – это защита проекта, который вы заранее готовите. Приходите с этим проектом. Это может быть видеоролик или это может быть просто презентация. Вы должны объяснить, какой у вас проект, из чего он состоит и какая в нем суть и результат проекта. Второй экзамен у вас состоит из билетов и ответов на билеты. Все вопросы по билетам мы размещаем на сайте в вкладке «Прием». Нужно найти вашу программу, на которую вы ориентируетесь поступать, и просмотреть эту программу. В конце программы обычно оставляются все вопросы, которые выносятся на экзамен. В каждом билете по 3 вопроса. Все хорошо, понятно. А вот первый экзамен. Проект, критерии есть? Да, в этой же программе, в творческих экзаменах, там полностью расписано, что вы должны сделать, и предложена тематика. Вы можете, конечно, отклониться от тематики, если у вас есть свои какие-то идеи, но именно по предложенной тематике вы тоже можете все полностью проработать, подготовить заранее и продемонстрировать, защитить свой проект. Ружан, у нас до экзаменов проходят консультации. То есть на консультациях наши преподаватели вам помогут, подскажут, как правильно сделать проект. То есть вас полностью проконсультируют. Понятно. А консультация когда проводится? За неделю до начала экзаменов. Все хорошо. А экзамены? Экзамены по графику для бакалавриата с 8 по 13 июня. Все понятно. Июля, 10 июля, да. Второй месяц. Где еще можно прочитать эту информацию? На сайте. На сайте можете заглядывать в Инстаграм, мы там тоже будем все выкладывать подробно. В дальнейшем мы даже контакты выставим. Буквально в следующей неделе мы это все проделаем. Выставим контакты, можно будет позвонить, уточнить. И в мессенджерах тоже будет информация. Все, спасибо большое. Ружан, наш Инстаграм называется Art Management Ballet Academy. Там есть эта информация, можете посмотреть. Можете подписаться и получить более подробную информацию. Спасибо. Спасибо. Сәлеметсіздер ме? Ашық есікте академияны көрдік, көптен көп рахмет сіздерге. Енді менің сұрағым, мен ата-ана ретінде айтып тұрмын, 11-ші сынып бітіретін бакалавриатқа түседі, педагог хореографқа. Жаңа естігенде, что я поняла, первый экзамен это НТ будут сдавать после школы, потом история Казахстана и грамотность, да? А творческие экзамены какие будут на бакалавриат? Сәлеметсіз бе тағы да, сіздің сұрағыңыз түсінікті. Біз мектеп бітірушілерін бакалавриатқа хореография педагогикасына қабылдаймыз. Бірақ ол баланың куәлігі немесе сертификаты болу керек. Мектепте хореографиямен айналысқан. Сонымен қатар кейбір балалар бала кезінен би ансамбльдеріне қатысады. Міне осы жақтан құжаттар алып келуіңізге болады. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, бірінші ЕНТ тапсырады. Қазақстан тарихынан және оқу тілі бойынша ЕНТ-нің қорытындыларынан кейін бізге келіп шығармашылық емтихандар тапсырады. 2 шығармашылық емтихан. Бірінші шығармашылық емтиханда, жалпы шығармашылық емтихандарда қойылатын композициялардың барлығын консультация кезінде оқытушылар үйретеді. Міне осылар бойынша консультация кезінде үйретілген композициялар бойынша олар емтихандарын тапсырады, бірінші емтихандарын. Сонымен қатар екінші емтиханда да олар өздерінің орындаушылық өнерін, сонымен қатар билет алып, билеттегі сұрақтарға жауап береді. Толықтырсам бола ма? Жақсы, рахмет. Толықтыра кетейін.
сіздің балаңызда өнер мектебінде оқыды деген сертификат болу керек. Өнер мектебінде 4 жылдыққа. Бірінші емтиханда жаңағы айтып кеткендей классикалық би, қазақ биі, халықтық сахналық би деген пәндерден аз да болса мағлұматы болу керек. Жаңағы біздің басшылар айтқандай, мұғалімдер консультация өткізеді, сол пәндерден комбинациялар қояды, сабақ жасайды, соны көрсету арқылы бірінші шығармашылық емтиханы болады. Саламатсыз ба? Сізге жауап берген Қазақ хореография академиясының профессоры, өнертану кандидаты Тойған Оспанова болатын. Рахмет. Енді тағы сұрағым, бізде өнер мектебін оқыды. Міне осы биыл 11 бітіргенде өнер мектебінде бітіреді. Ансамбльда қатысады, сосын олар республикалық лауреат атағын алған. Енді жеңілдіктер бола ма екен? Жаңа айтып кетті ғой, грант деп. Осы хореография педагогикасына қанша грант бөлінеді екен? Сосын жеңілдіктер бола ма? Қарастырылған ба жеңілдіктер? Сіз таңдап отырған бағдарламаға 4 грант бөлінген. Бұл 4 грант 2 дипломдық білім беру бағдарламасы бойынша. Демек, балаңыз осы академияға түскен жағдайда 2 жыл Қазақстанда, 2 жыл Ресейде білім алады. Арнайы осында 2 дипломдық бағдарлама мектеп бітірушілер үшін. Сонымен қатар жеңілдіктерге тоқталатын болатын болсақ, жалпы жеңілдіктерге квота бөлінеді. Ол квотаға жетім балалар, толық емес отбасы деген сияқты әлеуметтік жағдайларына байланысты. Ал академияда жалпы құжат тапсыру барысында, емтихан тапсыру барысында ең жоғары балл кім алды, соған байланысты орындар бөлінеді. Балдары тең болған жағдайда ғана жаңағы мен айтып кеткен жеңілдіктерді қолдана алады. Рахмет. Тағы бір сұрақ. Енді мына біз мысалы солтүстік Қазақстан облысында тұрамыз. Мына консультациялар қай уақытта басталады екен? Шығармашылық емтиханға дайындыққа. Жалпы консультациялар 20 июньнен бастап басталады. Июнь, яғни маусым айының аяғынан басталады. Сол кезде сонда барып, академияға барып, осы подготовительный группаға жазылу керек, е? Ол подготовительный группа деп аталмайды. Сіздер келесіздер, құжаттарыңызды алып, бірінші құжат тапсыру үшін сіздерге допуск берілу керек. Мұғалімдер баланың қабілетін тексеріп көреді. Міне осыдан кейін сіздер құжат тапсырасыздар. Құжат тапсырғаннан кейін барып кесте бойынша оқуға түсушілерге арналған консультацияға қатысасыздар. Түсінікті. Ал енді мына құжаттарды қай уақытта тапсыру керек? Мерзімі бар ма? Құжат тапсыру мерзімі маусым айының 20-сынан шілде айының 2 аралығында шығармашылық емтихандарды тапсыру үшін құжат тапсырасыз. Оның алдында сіздер енді тұрғылықты жеріңіз бойынша енді тапсырып келуіңіз керек. Тағы да барлық сұрақтарыңыз болатын болса, академияның қабылдау комиссиясына қоңырау шалып, тағы да сұрақтарыңызды қоюға болады. Жақсы, рахмет жауаптарыңызға. Здравствуйте. Меня слышно? Здравствуйте. Здравствуйте, вас слышно. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Кенеш, я сооснователь русской балетной школы в городе Шэньчжэнь. Я вам звоню из Китая. У меня такой вопрос. У меня есть китайские педагоги, кто хотел бы дальше продолжать обучаться за границей. И как обстоят дела вот в Казахской национальной академии хореографии для иностранцев? И сколько стоит обучение? Отвечайте, я вам сейчас слово дам. И есть ли разница дипломов у казахов, то есть у гражданинов, и у иностранцев? Например, в академии Вагановой иностранцы не получают диплом, а получают просто сертификат. Какой диплом выдает Казахская национальная академия хореографии?
Значит, во-первых, очень приятно так издалека слышать вас и видеть в вашем лице, в лице ваших педагогов, наших потенциальных абитуриентов. Да, мы обучаем иностранных студентов, у нас учатся студенты в данный момент из Великобритании, вот в частности в магистратуре. Где хотят обучаться ваши преподаватели? Какой диплом у них уже есть на руках? У них есть диплом Пекинской академии хореографии, также есть China National Ballet. Да, у них бакалавриат они. Да, и они хотят дальше продолжать. Вот. Некоторые из китайцев, они говорят на русском языке, в принципе, неплохо. Вот. И в связи с ситуацией во всем мире они не могут, к сожалению, прилететь в Россию, но они рассматривают ближние страны. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Вот. И... Я хочу сразу вам сказать, что наша школа хореографии, она вся базируется на методике Академии русского балета Вагановой. Наша ректор Салмуратова Алтынай Абдахимовна, она ученица, то есть выпускница этой академии, ну, если вы знаете, то она уже прима-балерина мирового уровня и сейчас руководит нашей академией. Поэтому с нами сотрудничают те школы, которые сотрудничают из Ваганова, до сих пор сотрудничали с Ваганова. Без сомнения, можно. Это иностранные студенты у нас обучаются платно. Стоимость обучения вам нужно, да, сейчас узнать. Поступают они к нам, сдают творческий экзамен, собеседование в магистратуру. Это творческий экзамен. Английский язык им сдавать не надо. Если они владеют русским языком, то им и нам будет еще проще организовать процесс обучения. То же самое, поближе к маю месяцу нужно будет через сайт найти телефон нашего ответ-секретаря. Почему мы говорим все время ближе к маю месяцу? Потому что там уточнятся еще раз даты, они могут откорректироваться, чтобы мы вас уже не вводили в заблуждение. Лучше это делать ближе к маю месяцу. И к ответ-секретарю созвонитесь, она вас полностью проинструктирует, какие документы, когда можно сдавать. И вот последний вопрос, ключевой вопрос. Диплом, который получают иностранцы, они отличаются ли от... Я хочу сказать сразу, что все наши программы прошли международную аккредитацию, и они признаются по всему миру. То есть, поэтому... Я это понял. Я имею в виду то, что, смотрите, в Ваганове, когда выпускается иностранец и гражданин России, гражданин России получает диплом с госномерами, а иностранец получает просто сертификат, и все. Нет, мы выдаем точно такой же равноценный диплом. У нас диплом собственного образца с этого года, но они имеют абсолютно равную юридическую силу, и у всех одинаковые дипломы с разными номерами, естественно. Хорошо, огромное спасибо. Я созвонюсь с вашим руководством. Спасибо большое. Спасибо большое. Ждем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Айнель, я из города Тарау. Вообще я занимаюсь спортом, гимнастикой. Хотела бы поступить в вашу академию на профессию балетмейстерское искусство. Я бы хотела у вас уточнить, можете вы подробно рассказать насчет творческого экзамена? Вроде поняла насчет соло-номера, но не поняла вот именно с группой. Мне как быть, или онлайн будет проходить, или офлайн? Ага. Айнель, я передаю слово заведующему кафедрой балетмейстерского деятельности Дине Ериковне. Добрый день. Айнель, скажите, пожалуйста, вы оканчиваете школу или же колледж? Я колледж оканчиваю, вот именно на педагог-хореографа. Отлично. Массовый номер вы можете поставить, я поняла ваш вопрос, что исполнителей, да, тяжело будет привести. Да, вот. В этом случае мы идем вам навстречу, вы можете поставить массовый номер у себя там, на базе, профессионально его заснять. В программе творческих экзаменов указаны, скажем так, критерии, да, на случай карантина. Там есть критерии по видеосъемке. Вы можете ими воспользоваться и приехать с видеоматериалом. Либо у нас еще ребята, когда поступают, они могут приехать и во время консультаций, здесь уже поступающих много, поставить свой танец здесь на ребятах. Ну, в случае, если вас много будет поступать. Все, спасибо. И хотела бы спросить насчет параметров. Это ли важно, или как? Ну, параметры чего? Вот, ну, вот, если я буду поступать, обязательно там рост, вес, вот, точнее, вот это.
тоже меня волнует. Вес желательно, конечно, иметь минимальный, хореографический. А по поводу роста это уже не очень важно. Это, конечно, важно, но для балетмейстерского искусства нам более важно, чтобы у вас было видение хореографическое, чтобы вы могли пользоваться хореографической лексикой и правильно применять это в композициях. Все хорошо, спасибо. И еще один вопрос. Сколько нужно набрать, чтобы поступить на грант? И вот по какой шкале вы оцениваете именно творческий экзамен? Творческий экзамен оценивается от 0 до 40 баллов. От 5 до 40 баллов, то есть если вы набираете ниже 5, то, соответственно, это непроходной балл. И у нас также в программе все прописано по критериям, по бальным, да, сколько баллов за какие достижения ставятся. То есть вы суммируете, да, вот творческий экзамен и ЕНТ экзамен оцениваете по общей, да, сумме. Хорошо. А вот, например, льготы дают, то, что я вот мастер спорта, именно такие звания, то, что в сборной была, или ничего? К сожалению, нет. Именно спортивные достижения у нас будут рассматриваться только на программе педагогика спортивного бального танца в случае, если будут спорные одинаковые баллы. Тогда мы уже открываем ваше портфолио и начинаем смотреть, у кого какие достижения. А в этом году сколько поступающих было именно на балетмейстерское искусство? На То есть спрос высок? 1 к 2. Ну, то есть 2 человека на одно место. Все, спасибо большое. Хорошо. Пожалуйста, Спасибо, приезжайте. Угу. Так, следующий. Есть у кого-то вопросы еще? Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе, Әлия? Менің есімім Жанар Тұңғышбайқызы, Қызылорда қаласынан хабарласып отырмын сіздерге. Музыкальный колледждің оқытушысымын. Қазір мен қояйын деп жатқан сұрағым магистратура жөнінде ғылыми педагогика 2 жыл оқытылады, иә? Және бұған қандай емтихандар тапсырамыз? Құжаттар қай уақытта қабылданады? Және де грант бар ма? Сәлематсыз ба тағы да? Иә, сіз хореография бағыты бойынша ғылыми педагогикалық бағытта бізде жалпы 2 жыл жоспарланған. Ең бірінші сіз КТ деп айтамыз, комплексный тестирование тапсыруыңыз керек. Ол жерде ағылшын тілінен және оқуға дайындық тестін тапсырасыз. Сонымен қатар 2 шығармашылық емтихан. Бірінші шығармашылық емтиханда сіз проектіңізді рефератты қорғайсыз, 2-ші шығармашылық емтихан бұл билет арқылы ауызша жауап беру. Және де сұрағым, егер де грант болмаған жағдайда ақылы қанша болады? Ақылы бізде 2021-2022 оқу жылында 900 мың көлемінде болды, ал 22-23 оқу жылға қазір қарастырылуда. Оны осы маусым айына жақындаған кезеңде қосымша білуіңізге болады. Рахмет. Рахмет. Привет, Алия. Ага. У кого еще есть вопросы? Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Акуленко Ангелина. В данный момент я являюсь, то есть я заканчиваю 11 класс, и я хотела бы уточнить, есть ли гранты на таком направлении, как педагогика бально-спортивного танца? Выделяются ли гранты? Спасибо, Ангелина, за вопрос. Я передаю слово заведующему кафедрой педагогики Руслану Владимировичу. Добрый день, Ангелина. Да, конечно, в этом году выделяются гранты в количестве 4 штук. Вы можете ознакомиться, конечно же, на сайте о датах вступительных экзаменов, но мы можем сказать, что это с 8 по 13 июля. Также за неделю до этих дат у нас проводятся консультации по данной специализации. То есть на консультациях обязательно, да, нужно появиться? Да, конечно, желательно появиться, потому что на консультациях мы проходим программу, и
и готовим к экзаменам вступительным. То, что будет на экзаменах, мы проходим на консультациях. Также вы можете прочитать вступительные требования на сайте Академии. Там все подробно расписано, что необходимо для поступления на данную специализацию. Да, а можно еще вот уточнить такой вопрос? Творческий экзамен, где нужно будет продемонстрировать свое владение техническими навыками и знаниями, да, я немножко запуталась, он будет в сольном варианте проходить или же в парном? Нет, так как бальные танцы у нас являются парным видом, вам необходимо быть с партнером. То есть это один танец по латиноамериканской программе и один танец по европейской программе. Мгм. А если в данный момент, по определенным обстоятельствам партнером нету, например? Как уже сказали выше, желающие поступить на балетмейстерское искусство, вы можете при поступлении на консультации, также с абитуриентами, поставить номер и продемонстрировать нам на экзамене. Ага, спасибо большое. И потом будет, я так понимаю, экзамен, коллоквиум, также собеседование, да, устный? Ответы по билетам. У нас будут билеты. Вопросы на эти билеты вы можете также посмотреть во вступительных требованиях. Там все прописано. На консультациях мы проходим все эти вопросы, да, и вы уже можете быть уверены, что на экзаменах они вам встретятся. Вот, потом еще, смотрите, тоже такой вопрос, если имеются какие-то звания, может быть, тренерские сертификаты, это также надо прикладывать, да, при поступлении в документы? Да, желательно, конечно, иметь при себе портфолио с уже какими-то достижениями, но они рассматриваются только при равном наборе баллов. Я понимаю, да, то есть просто их желательно прикладывать. Да, конечно, берите с собой. И потом последний вопрос, который уточню, например, нужна ли характеристика какая-либо, например, с тех клубов спортивных, в которых я занималась, или же от каких-то там вышестоящих лиц? Ангелина, я думаю, это лишним не будет, поэтому также вы можете приложить это в портфолио и привести с собой. Огромное спасибо за консультацию, спасибо большое. Добро пожаловать. Спасибо за вопросы. Так, если есть следующее, так, я вижу, Жанара, да, хочет задать вопрос. Или она не опустила руку? Нет. Есть вопросы? Если пока вопросов... Можно задать вопрос? Да, конечно. Анеля? Я бы хотела спросить, какие творческие экзамены нужно сдать на педагогику хореографического искусства после 11 класса на бакалавриат? Дина Ериковна? Добрый день. Анеля, подскажите, пожалуйста, вы оканчиваете 11 классов. Где вы занимались? У вас есть свидетельство об окончании школы искусств? Я занималась... Да, школа искусств, а также я занималась в балетной студии. Анеля, смотрите, для вас, для выпускников 11 классов, поступающих на педагогику хореографического искусства с двухдипломным образованием, мы предварительный просмотр будем делать в мае месяце. Критерии для предварительного просмотра видеоматериала, который необходимо будет заранее выслать, будут опубликованы на нашем сайте в скором времени. Необходимо будет выучить эти комбинации, заснять себя и выслать на указанную электронную почту. И в случае успешного прохождения видеопросмотра вы будете приглашены уже на консультации и в дальнейшем на творческие экзамены. Творческие экзамены у нас состоят из исполнительского мастерства. Это 3 дисциплины: классический танец, народно-сценический танец, казахский танец. И второй творческий экзамен – это коллоквиум и ответы по билетам. Вопросы, примерный перечень вопросов также будет размещаться в программе вступительных экзаменов. Хорошо, спасибо. Уважаемые абитуриенты, все те, кто интересуется
педагогика хореографического искусства. Я думаю, что вам будет интересно узнать о том, что у нас с этого года работает активно программа двудипломного образования. Мы заключили договор, то есть прошли все необходимые процедуры юридические с Казанским государственным университетом культуры. И наши студенты имеют возможность поступить, учиться 2 года у нас в академии, и затем 2 года в старейшем заведении Татарстана, это в Казанском государственном университете культуры. Да. Если вам это интересно, мы можем рассказать вам еще более подробно. Так, я вижу, тут уже новый человек стоит на очереди, да? Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, меня зовут Дина. Очень приятно, Алло, Дина. меня слышно? Ага. Вас слышно, да. Я вообще хотела бы узнать насчет... У меня вот дочка в 3 классе сейчас учится, заканчивает. Недавно узнала, что есть школа при хореографии. То есть обычная школьная программа, там же учится и заодно и балетом занимается. Правильно я поняла, да, вас? Я правильно информацию? Информация правильная, но только они занимают... Информация правильная в целом, но занимаются не заодно балетом, а они готовятся... А в основном, да? Да. Если вас эта информация интересует, вы можете также выйти на сайт, взять контакты, потому что у нас сегодня день открытых дверей для бакалавриата, магистратуры, докторантуры, студентов потенциальных. Но если вы хотите конкретно поинтересоваться образованием для своей маленькой дочери, вы зайдете на сайт и также во вкладке «Образование» найдите, пожалуйста, школу. И там или в ответ секретарю позвоните, да. И там вы получите исчерпывающую информацию. Ясно. Ну, по срокам, главное, я не опоздала, да? Еще. Мы не опаздываем по срокам. Вы не опоздали, у нас экзамены все впереди. Ага. И это бесплатно, правильно? Если ваш ребенок проходит требования комиссии, то она учится на гранте. Школа у нас не предполагает платного обучения, потому что там требуется полное соответствие всем нормам хореографического искусства. Максимальное, скажем так. Всем невозможно соответствовать, сразу скажем. Ясно. Все хорошо, мы позвоним, можно даже подойти, да? Все и узнать. Позвоните, или это да, все онлайн? Да, позвоните, если вас пригласят, вы подойдете. То есть у нас здесь обратная связь работает очень хорошо. Понятно, все хорошо, спасибо большое. Ждем. Спасибо, Дина, за вопрос. До свидания. До свидания. Если у нас вопросов пока нет от абитуриентов, у нас поступили вопросы в чат. Разрешите, мы зачитаем вопросы, ответим на них, да? Анаргуль Каваповна сейчас зачитает эти вопросы. А последующие абитуриенты, если вдруг у вас возникают вопросы, то вы пока их формулируете, а может быть тоже пишите в чат. Значит, вопрос такой, выделяются ли гранты на педагогику хореографии с 4-летним обучением, когда начнутся творческие экзамены? Гранты на образовательную программу педагогика хореографического искусства с 4-летним обучением, вот об этой программе только что Жанна Жизнь рассказала, это двудипломная программа. Творческие экзамены, гранты выделяются, в этом году это будет 4 гранта, и творческие экзамены начнутся с 8 по 13 июля. Все творческие экзамены по всем направлениям Академии хореографии начинаются с 8 по 13 июля. До 1 июля мы принимаем документы, заявки на участие в творческих экзаменах. Так, второй вопрос. На факультет искусствоведения. Факультет называется искусств, а образовательная программа, то есть специальность называется искусствоведение. Можно ли, бакалавр, нужно ли сдавать ЕНТ, по каким дисциплинам и какие еще экзамены дополнительно нужно сдавать? Имеется ли грант на этот факультет? Сколько мест на бакалавр в этом году? Значит, на специальность искусствоведения в этом году выделено 4 гранта. Срок обучения 4 года,
по этому направлению. Сдается ЕНТ по 2 дисциплинам, как на все творческие экзамены. Это грамотность чтения по языку и история Казахстана. Творческий экзамен состоит из 2 частей. Один экзамен защита, написание эссе из-за его написание эссе, а второй экзамен по билетам, вопросы-ответы устные. Пока с чата, да. Это все вопросы, на которые... есть еще вопрос, да? Да, еще есть вопрос о стоимости обучения на бакалавриат. На бакалавриат по всем направлениям подготовки стоимость обучения в этом году будет составлять 700 тысяч тенге. Оплата у нас производится как в целом, и можно ее разделить, да, по кварталам, по месяцам. Ну, в течение 9-10 месяцев можно произвести оплату за обучение в течение 1 года за 1 год. Оплата 700 тысяч в год – это для граждан Республики Казахстан. Для иностранных граждан оплата немножко другая. Да, немножко другая оплата, да. Ну, если вы позвоните, мы уточним, да, где-то около 1 миллиона оплаты. Так, уважаемые гости нашего мероприятия, у вас есть еще вопросы? Я вижу Анелю. Вы готовы задать вопрос, Анеля? Нет, да? Ну и да. Значит, Елена, пожалуйста, отвечайте, пожалуйста, задавайте вопрос. Микрофон, пожалуйста, вы не включили микрофон. Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела бы узнать, у меня дочь заканчивает 9 классов. Я понимаю, конечно, что вы сейчас на данный момент говорили об выпускниках 11 класса, но если вы мне внимание уделите, то я бы хотела бы узнать по поводу выпускников 9 класса, по каким критериям принимаются. Ну, естественно, экзамены – это одно, плюс у нее есть корочка об окончании школы искусств. Вот, на данный момент она занимается танцами, она хочет на хореографа, на педагогику. Какие и какие будут рассматриваться, и когда будет консультация проходить, именно перед экзаменами, чтобы там ее направить в нужное русло. Лена, спасибо за вопрос. Мы, конечно, ответим на ваш вопрос. Я даю слово Дине Ериковне. Добрый день. Елена, мы скажем вам такую поверхностную информацию. Конечно, для более подробной информации вам необходимо будет связаться с приемной комиссией колледжа. Вступительные экзамены будут в июле. С 21 по 28 июля. По 28 июля. Перед этим будут, соответственно, консультации. Так, прием документа с 20 июня. И квалификация, на которую вы можете поступить в нашей академии, в колледже после 9 класса, это артист ансамбля танца. Артист ансамбля танца. Также, если вы являетесь, ну, на сегодняшний день, если вы ученица и учащаяся хореографического училища, да, по квалификации артиста балета, вы можете также принять участие на квалификацию артист балета. Если же вы заканчиваете 9 класс средней школы, то артист ансамбля танца. Там тоже 2 творческих экзамена. Это исполнительское мастерство и танец. Вам необходимо будет подготовить сольный номер, можно без костюма, но так, чтобы показать в лучшем свете все
навыки, которые может исполнять ваша дочь. Да. У вас опять Микрофон, да, Елена, отключился. опять микрофон у вас тоже отключился. Все, извините. Еще один вопрос. Танец на экзамены по тематике должен отличаться? Народный, либо эстрадный, либо еще какой-то? Или это все зависит от абитуриента? На ваш выбор. На ваш выбор вы можете станцевать тот танец, который лучше всего получается. Мгм. И последний вопрос. Сколько грантов вот в этом году после 9 класса на артиста ансамбля танца? В прошлом году было 15 грантов, но на этот год пока не определилось точное количество, но я думаю, что где-то примерно от 10 до 15 будет. Вы слышите, да, Елена? Нет, не слышно было вас. В прошлом году было 15 грантов, в этом году мы ждем окончательного утверждения цифры, возможно, будет столько же, 15. Все, спасибо вам большое, всего хорошего. Вам тоже удачи. Приезжайте. Так, следующая. Ангелина еще раз хочет задать вопрос, или это просто не опущенная рука? Да, здравствуйте еще раз. Я хотела бы уточнить еще один вопрос. Где можно будет найти информацию о расписании консультаций по направлению педагогика бально-спортивного танца? То есть и за какое время она появится? Ангелина, у нас все будет на сайте. Вот ближе ко времени. Да, начиная с мая месяца вы уже выходите на актив. Алло. Да, Ангелина, начиная с мая выходите уже на активную связь с нашими, секретарем. Если надо будет, вас соединят соответственным по приему на факультете. И дальше уже вся информация. Мы всегда держим очень крепкую связь с нашими абитуриентами. Расписание консультаций, все абсолютно будет на сайте. Просто, ну, чтобы заранее знать, потому что я не городская, то есть, получается, мне нужно будет приезжать на консультацию. Нет, главное, чтобы у вас был интернет. В данном случае мы всегда щадим время студентов и, естественно, понимаем все, что у нас и ситуации экономические разные, да, бывают. Поэтому мы все делаем как бы во имя студента, будущего студента нашего. Созвониться надо, созвониться и не бояться выходить на связь. И вот вам постоянно деканы говорят о том, что следите за инстаграмами. У нас очень активные инстаграмы. И все, что касается приемной кампании, там будет отслеживаться и все время будет отписываться. Поэтому выходите на сайты, на инстаграмы наших факультетов в том числе. Все, большое спасибо еще раз. Спасибо вам. Так, пожалуйста, вопросы с чата есть. Вопрос из чата о количестве грантов на специальность искусствоведения. Мы уже об этом говорили. Это 4 места на специальность искусствоведения. Я видела, есть еще желающие задать вопросы. Пожалуйста, выходите на связь. Здравствуйте. Здравствуйте, Луиза. Меня зовут Луиза. Я выпускник 11 классов, и я хотела бы узнать, какие критерии нужны для поступления на бакалавриат педагогика спортивно-бальных танцев. Мы еще раз с удовольствием для вас это повторим. Руслан Владимирович. Добрый день, Луиза. Для того, чтобы поступить на специализацию педагогика спортивного бального танца, вы должны быть ниже уровня D-класса. Вы же понимаете, о чем я говорю, да? Раз вы спрашиваете про специализацию спортивного бального танца. Да. Да, отлично, хорошо. Не ниже уровня D-класса. Также вы должны подготовиться к экзаменам, о которых мы говорили выше. Вы подготовить один номер по латиноамериканской программе и по европейской программе. Также вы можете с собой захватить на консультации ваше портфолио, которое, может быть, пригодится на экзамене. Еще вопрос такой насчет грантов. Сколько выделено грантов и как можно поступить на грант? Ориентировочное количество грантов в этом году 4. Поступить на грант вы сможете, набрав максимальное количество баллов на экзаменах. И, конечно же, успешной сдачи ЕНТ.
По поводу ЕНТ, сколько нужно набрать баллов? Проходной балл, так сказать. Минимум 5 баллов по каждой дисциплине. Это допуск на творческие экзамены. Мгм. Спасибо. Луиза, Вам но спасибо. высокий балл ЕНТ вас может спасти в конкурсе, поэтому старайтесь и готовьтесь к ЕНТ тоже. Мгм. Вы услышали меня, да, Луиза? Да, я услышала, спасибо. Мгм. Удачи вам. Ждем вас у нас на экзаменах. Я видела еще желающего задать вопрос. Да-да, задавайте, пожалуйста, вопрос. Алия, я не вижу отсюда. Мгм. Здравствуйте. У меня дочь в этом году заканчивает гуманитарный колледж по специализации хореограф, педагог-хореограф и организатор культурно-массового досуга. Она еще и спортсмен. Мы занимаемся художественной гимнастикой, мастер спорта. Мы выбираем направление балетмейстер искусствоведения, по-моему, да, балетмейстерского. Хотим заниматься именно постановкой, в будущем постановкой художественной гимнастики. Ну, направление, как в будущем выбираем профессию, именно постановка нас интересует, поэтому мы сейчас готовимся к творческому экзамену, и у меня вопрос. В сольном выступлении она может показать именно мастерство, то, что использовала в художественной гимнастике, работа с предметами, или именно направление, вот танцы, народные танцы, казахские танцы. Вот конкретно это вопрос первый. И второй вопрос, мы из города Атырау. Вот там мы прослушали, что работа с группой. Можно показать видеосъемку, да? Хорошую, качественную видеосъемку. Да. И третий вопрос. Будут ли вопросы на творческом экзамене по билетам? Какие там, в каком направлении готовятся? Устные вопросы. Кроме ЕНТ. Мы готовимся к ЕНТ. Будет у нас сертификат ЕНТ по истории Казахстана и грамотность чтения. Алия, спасибо вам за вопрос. Творческие экзамены состоят из практического показа по дисциплинам: классический танец, народно-сценический танец, казахский танец. Это будет исполнительское мастерство. То есть, если вы занимаетесь художественной гимнастикой, я рекомендую вам взять уроки, да, ну, либо если вы заканчиваете колледж, то я думаю, с этим проблем нет. И показ сольного номера. Желательно, конечно, соединить движение художественной гимнастики с хореографией. Если это невозможно, ну, мы будем принимать то, что вы привезете, но желательно, конечно, соединить это с хореографией. Чтобы поступить на грант, мы, конечно, будем рассматривать больше потенциально тех, кто на балетмейстерское искусство подходит. Понятно, что вам тоже необходима подготовка, да, для спорта. Я так понимаю, что в дальнейшем она планирует быть хореографом в художественном спорте. Да, правильно. Помимо... Потому что у нас, да, у нас идет постановка, всегда дети ездят в Россию, из-за этого у нас как бы спрос идет большой. Мы выбираем это направление. Хорошо, но мы сразу на берегу договариваемся, что они проходят все дисциплины наравне с артистами балета, да, с ребятами, кто закончил по квалификации артист балета, артист ансамбля танца. И также помимо 2 номеров, да, соло и массы, необходимо будет написать либретто. По всем этим заданиям будут проходить консультации. И на самом уже творческом экзамене, это будет хореографическая импровизация, будут предложены 3 музыкальных произведения и даваться время в районе около 15-20 минут на сочинение танцевальной композиции. То есть это прям сразу во время экзамена, как говорится, экспромт. Есть еще вопросы?
Вы знаете, у нас все эти виды экзаменационных работ будут освещены на сайте еще раз. То есть вы будете видеть в бумажном виде их, то есть первое, второе, третье, что нужно, все требования. Сейчас вы получите общее представление, а там далее еще раз вы, конечно, будете уже видеть наглядный такой фактический материал у вас будет на руках. И вы знаете, пока родители здесь на связи, я хотела бы еще об одном сказать. Мы во время экскурсии показали вам наше общежитие сразу же, да? Ну, я думаю, что вам это будет интересно, тем родителям, тем ребятам, которые приедут из других городов. У нас есть свой жилой корпус. Мы его, дети его не хотят называть общежитием даже, потому что там на самом деле созданы условия просто замечательные. Дети живут по 2 человека, по 3 человека в комнате, то есть, ну, там в зависимости от уровня подготовки. У них есть кухня, то есть у них есть холодильники, микроволновки, то есть все в абсолютной чистоте. Детям создаются все условия, вплоть до того, что у нас клининговые компании моют полы, то есть дети не занимаются этим. Вот. И вот в этом отношении вы тоже имеете большой-большой плюс в нашей академии. То есть зимой, когда по всей Астане бураны могут мести, наши дети ходят в очень легкой одежде, как дома. Вот, то есть, но я вам сразу хотела бы обратить на это внимание. Есть у вас еще вопросы, Алия, по поступлению дочери? Ну, вот Спасибо. Да, Спасибо. Да, что-то добавить. Я просто, уважаемые коллеги, я просто смотрю чат параллельно. Мына жерде мынандай сұрақтар қойылып жатыр, қай тілде оқимыз деген, мандан бері тек орыс тілінде сөйлеп жатқаннан кейін сіздер тек орыс тілінде оқимын деп түсініп жатқан болуларыңыз керек. Бізде қазақтар да бар, қазақ топтары да бар, қазақшада оқиды. Барлық пәндердің барлығы қазақ орыс класстары арқылы, группалары арқылы оқытылады да, арнайы пәндер тілді білетін болса екі тілде түсіндіреді, тілді білмесе орыс тілінде түсіндіреді. Жалпы хореографияның өзінің терминдік сөздігі бар ғой, сол арқылы жүреді. Соны айтайын деген. Спасибо. Да, и экзамены тоже в зависимости от языка проводятся на том языке, который вы выбираете. На русском, на казахском языке. Совершенно верно. Спасибо, Туйган Успан. Есть у вас еще вопросы, уважаемые абитуриенты, родители? Давайте будем как бы уже собираться. Да? Если у вас есть еще вопросы, то ну, буквально 1-2 вопроса, и мы должны будем закругляться. Если у вас вы планируете еще выходить на связь, то еще раз повторяю, есть у нас Инстаграм факультетов, есть сайт Академии, и с сайта вы тоже можете выйти на наши инстаграмы. Обратная связь всегда ведется с наших сайтов и в соцсетях. Контактные телефоны на сайте также имеются, поэтому вы можете звонить по любому интересующему вас вопросу. Есть еще вопросы? Если у вас вопросов нет, то мы еще раз благодарим вас за то время, которое вы уделили нам, себе. Мы очень надеемся, что ваш выбор образовательной программы, которую вы все-таки выберете правильно, взвесив свои таланты, свои возможности, он совпадет с траекториями нашей Академии хореографии. Мы рады вас видеть здесь, в нашей Академии. И звоните, пишите, мы готовы ответить на все ваши вопросы. Всего вам доброго. До свидания.